очень классно как раз для молодых ученых. Игорь Аверкиев, младший научный сотрудник физико-технического института, работает на новом электронном микроскопе. На мониторе сульфид цинка. Рассмотреть его структуру можно в увеличении до 2 миллионов раз. Стоит такой прибор, как целый автопарк. Средства на его покупку ученые Удмуртского федерального исследовательского центра РАН получили несколько лет назад, благодаря гранту из федерального бюджета. В этом году ученые ожидают очередной транш в 67 миллионов рублей. Для размещения такого оборудования создали все необходимые условия. Все оборудование, которое здесь находится, оно установлено в подвальном помещении института с тем, чтобы минимальным образом зависеть от колебаний земной поверхности. Поскольку все измерения здесь носят прецизионный нанометровый характер, то такого рода воздействия на оборудование недопустимы в принципе. При помощи рентгеноэлектронного спектрометра ученым удается рассмотреть, из каких атомов и молекул состоит вещество. От этого зависят его свойства. Физики объясняют, даже имея одинаковый состав, вещества могут различаться. Установить, к примеру, диэлектрик это или полупроводник как раз и помогает спектрометр. На средства полученного в этом году гранта физики надеются в том числе модернизировать и этот аппарат. Мы его постоянно, сейчас имеем возможность дорабатывать. То есть в этом году мы вот как раз в рамках тематики, которая мы работаем с Воронежским университетом, это синхротронно-нейтронный проект, оснастим еще несколькими методиками, которые позволят нам еще более выгодно себя чувствовать по сравнению с теми приборами, которые, например, есть в России и, может быть, даже за рубежом. Исследования ученые республики проводят и для своих коллег со всей страны. Кроме того, в научных разработках республиканских физиков заинтересованы и крупные промышленные предприятия России, в том числе и те, что работают под грифом «секретно». Мы имеем доступ к их оборудованию, и с участием их специалистов проводим необходимые нам исследования, а они имеют доступ к нашему оборудованию с тем, чтобы проводить необходимые с участием наших специалистов исследования, необходимые для них. Это есть один из элементов сращивания науки и производства. В этом году исследователи планируют закупить установки для получения новых материалов для металлургической отрасли. Петр Завьялов, Анна Ковырзина, Юлий Зелененький. Новости.